Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре сегодня 26 мая. Вот, друзья мои, и добрались до экватора этой недели. А сегодняшнее утро с вами проведем мы, Степан Федоренко, Полина Долинская. Сегодня мы и наши коллеги расскажем вам о том, как завершился очередной театральный сезон в Нерюнгринском театре «Актеры и куклы». Также мы узнаем, чем любят заниматься люди старшего поколения на площадях нашего города. Узнаем, как творческие люди провели с пользой время на самоизоляции. Ну, а также нас ждут традиционные рубрики, очень интересные гости. Ну, а перед тем, как выйти из дома, давайте, друзья, узнаем, что нам приготовила на сегодня погода. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра в центральных районах столбик термометра показал 6-9 градусов со знаком плюс. В заречной группе Улусов 2-10 градусов выше 0. В южных сегодня теплее, в городе Нерюнгри. Здесь ожидается плюс 5 градусов, в Алдане плюс 3. В Вилюйской группе Улусов от 3 до 9 градусов со знаком плюс, в Нижнеленских 10-12 градусов тепла. В западных от 0 до 4 градусов. В Колымы-Индигирской группе Улусов 8-14 градусов со знаком плюс. В Янских сегодня теплее всего будет в Батагай-Алыта. Здесь столбик термометра показал 9 градусов, в Батагай плюс 12. На северо-западе плюс 1, плюс 8. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 5 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-северо-западный подует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер с порывами от 3 до 8 метров. Днем ожидает 18-20 градусов со знаком плюс. Теплеет с каждым днем. С каждым днем все теплее и теплее. Просто температура повышается и градус растет, друзья. Ну, а что мы хотели? Лето, вот оно уже совсем скоро. Буквально совсем скоро, да. Через неделю. Напомним наш WhatsApp номер в начале программы 8 914 273 44 88. Присылайте на него приветы, поздравления для своих близких, родных, друзей. Также вы можете рассказать, какие у вас планы на это лето, как вы его проведете. Вы поедете, кстати, да, в отпуск, может быть, вы его проведете в огороде. Кстати, на нашей страничке Instagram «Утро Якутии» вы подписывайтесь, ставьте лайки, всегда можете узнать анонсы будущих программ. Ну и также отмечайте нас, фотографируйте свои сады и огороды для новой рубрики. Ну а далее новости актуальные, свежие с Василием Радченко. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Начнем с того, что на отрезке Сунтар-Тайбахой федеральной автодороги Вилюй продолжили укладку асфальта. Работы ведут 3-й год. Сейчас внимание дорожников уделено участкам, которые проходят через населенные пункты. Также в Тайбахой уже установлены светодиодные лампы по всему периметру, а в будущем проложат тротуары, бордюры и заезды. В этом году наш объект сдаточный, он 10 километров, соответственно, 10 километров будет уложено асфальта. Сейчас ведутся работы по устройству наружного освещения. Филиал Якутскэнерго в Горном продолжает профилактику линий электропередач. Уже успели провести ремонт по направлению Асыма-Бясь-Кёль по линии 35 киловольт. Заменили 80 опор. С учетом малой численности работников это весьма большой объем. На данный момент все силы направлены на линии Бердыги-Стяха. Меняют голый алюминиевый кабель на провод СИП, а также опоры. Совместно с коллективом Бердыги-Стяхской РЭС работают Намская, Майнская бригады и одна машина Покровской РЭС. Сейчас они работают в микрорайоне Бойня по монтажу провода СИП. В связи с играми, 21-ми играми Манчары, да, мы должны к этим играм уже полностью закончить в селе Бердыги-Стях запланированный нынешний объем работ по замене провода СИП и замене опор.
Концепцию единой социальной карты жителя утвердили в Якутии. С 1 июля ее выпустят в 4 городах – Якутске, Нерюнгри, Нюрбе и Мирном. Оператором карты жителя Якутии определили Алмаз-Эргенбанк. Проект единого цифрового сервиса позволит отказаться от предоставления бумажных документов. До конца года его планируют реализовать на всей территории региона. Основные задачи социальной карты – предоставление права на получение скидок при оплате товаров и услуг, а также использование ее как средство идентификации получателя той или иной меры социальной поддержки. Кроме этого, она будет интегрирована с уже существующими в Якутии приложениями и сервисами. Работы по обустройству нового общественного пространства в Среднеколымске стартуют в июне 2021 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Новый комплекс включает в себя существующий сквер Славы, Покровский храм и планируемую башню Среднеколымского острога «Царство вечной мерзлоты». Также появятся игровые спортивные площадки, световые арт-объекты, фотозоны и сцена для проведения мероприятий. Пока стартовал очередной прием заявок, в этом году комиссия отберет 160 победителей. Премиальный фонд конкурса – 10 миллиардов рублей. И к этой минуте у нас все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Очень интересные новости, друзья. Ну а мы для того, чтобы уже поскорее взбодриться, потому что все-таки середина недели, нам еще работать целых 2 дня, друзья. Давайте сделаем нашу зарядку. На этой неделе мы предлагаем вам комплекс упражнений, которые помогут людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, а также страдающим пневмонией и вообще все, кто любит подышать на свежем воздухе. Так что внимание на экран. Доброе утро! Сегодня я покажу новый комплекс упражнений под названием «Полное йоговское дыхание» для восстановления дыхательных органов, а также для стрессоустойчивости, от депрессии и нормализации нервной системы. Первое упражнение – диафрагмальное дыхание. Делаем глубокий вдох носом и выпячиваем живот. Выдох через рот. Воздух весь уходит. И еще раз вдох, выдох, вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох, вдох, выдох, вдох носа, выдох через рот. 8 вдохов и выдохов. Следующее упражнение – ключичное дыхание. Пальцы на ключицу. Делаем глубокий вдох и поднимаем ключицу. И выдох через рот. Делаем вдох носом. Выдох через рот. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Итак, 8 раз. Следующее – реберное дыхание. Ладошки на ребра. Делаем глубокий вдох. Раскрывается ребра. При этом не поднимаем грудной отдел. Выдох через рот. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. 8 раз. Следующее упражнение. Мы объединяем эти 3 дыхательных комплекса в одну. То есть, когда мы делаем вдох, наполняем живот воздухом. И во время вдоха еще наполняем грудной отдел. Делаем выдох с грудного отдела. Воздух уходит. И перемещаемся на живот. И с живота тоже воздух уходит. Итак, вдох, живот, грудной отдел. Выдох с груди на живот. Итак, 8 раз.
Будьте здоровы, всего вам доброго, не болейте. С 17 мая этого года в 7 районах Якутии – в Амгинском, Татинском, Намском, Усть-Майском, Тампонском, Алекминском и в Жатае по услугам агентства субсидий произошли изменения. Теперь прием документов производится исключительно через отделение центра «Мои документы» и электронно через портал госуслуг e-yakutia.ru. О том, кто может оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг и как это сделать, мы поговорим сегодня с гостем нашей студии Сахаяна Михайловна Осипова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Для начала объясните нам, вот лично мне или, может быть, я думаю, есть у нас такие, кто тоже не знает, что такое субсидии на жилищно-коммунальные услуги и кому они полагаются. Да, прежде чем начать нашу беседу, я хотела бы простыми словами объяснить, что такое субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг и кому данная субсидия полагается. Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг – это мера государственной поддержки для граждан на оплату этих жилищно-коммунальных услуг. Данная мера поддержки полагается для собственников либо нанимателей жилого помещения. Субсидия назначается в случае, если расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг превышают максимальные доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. То есть это как? Вот как можно доказать? Допустим, зарплата у среднего гражданина, да, нашей республики 40 тысяч. Да, в случае, если ваши расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг составляют более 15% от совокупного дохода семьи, от общего дохода семьи, то данной семье может полагаться субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это абсолютно любой семьи касается, независимо, семья полная с одним родителем. Или да, же абсолютно, где оба супруга также может да, абсолютно любой семье, также абсолютно любому гражданину. То есть в случае, если это пенсионер, одиноко проживающий, да, и его расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг более 15% от общего его дохода, то ему также полагается субсидия. Хорошо, а как вот, допустим, мы выяснили, что у нас доходы, их немножко на наши расходы не хватает. Как можно к вам обратиться? Какие документы необходимо предоставить? Обязательно ли очная встреча или же это можно делать через портал госуслуги или e-Якутск? Наиболее удобным, простым и доступным способом подачи заявления на предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг это является подача электронного заявления через региональный портал государственных услуг по адресу www.e-yakutia.ru. Для подачи электронного заявления потребуется наличие подтвержденной учетной записи в ЕСе, то есть личный кабинет на портале госуслуг. Многие заявители ошибочно полагают, что подача электронного заявления – это достаточно такой трудоемкий процесс, да, что требуется наличие электронной цифровой подписи, наличие сканера и каких-то определенных компьютерных навыков. Хотелось бы развеять данный миф. На самом деле для большого ряда государственных услуг и муниципальных услуг, которые предоставляются в электронном виде, не требуется для физических лиц подписание документов электронной цифровой подписью. Также не требуется по ряду услуг прикрепления скан-образов документов. То есть сканер, по сути, по многим услугам не требуется. То есть просто нужно быть зарегистрированным на госуслугах? Да, найти необходимую для вас услугу, в том числе услугу агентства субсидий по предоставлению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. И в случае, если по форме заявления требуется прикрепить какие-то документы, и у вас нету сканера, вы, в принципе, можете сделать качественные фотографии документов. Главное, чтобы по фотографии можно было определить текст документа, содержание документа и прикрепить качественно исполненные фотографии к заявлению. Что происходит далее? Заявку мы подали. Сколько срок рассмотрения данной заявки и что происходит потом? В случае, если вы заявление подаете в электронной форме, то срок предоставления услуги составляет 10 рабочих дней. В случае, если вы подаете заявление в бумажной форме через офисы центра «Мои документы», то срок предоставления услуги 13 рабочих дней, то есть на 3 рабочих дня больше. То есть выгоднее подавать онлайн. Да, выгоднее, конечно, подавать онлайн. Так можно и разрознить поток, и не стоять в очереди. Да, и быстрее происходит обработка персональных данных. Да.
На какой срок выдается эта субсидия и как продлевать ее, каким образом ее использовать? Да, выплаты назначаются на 6 месяцев. И хотелось бы тут уточнить, в случае, если вы подали заявление до 15 числа текущего месяца, то полагается субсидия в текущем месяце. В случае, если вы подали заявление после 15 числа, то есть 16 до конца месяца, то субсидия полагается уже со следующего месяца. Ну, к примеру, вы подали заявление в первой половине июня, соответственно, вам уже субсидия будет назначаться с июня. А если во второй половине июня, то назначается уже с июля, с последующего месяца. Вот я бы лично для себя хотела разъяснить. Субсидия – это предоставление дополнительной материальной помощи или же это дополнительная скидка на оплату каких-то услуг? Это дополнительная материальная помощь. Она начисляется в случае положительного ответа в течение 6 месяцев на лицевой счет, который вы указываете в заявлении. Счет должен быть открыт в таких банках, как Сбербанк, Россельхозбанк, либо Алмаз-Альянбанк. По завершению срока предоставления субсидии нужно ли какую-то отчетность предоставлять, что вот данные средства использовались по назначению? Чаще всего заявители у нас продлевают субсидию. Для того, чтобы продлить субсидию, необходимо приложить документы, подтверждающие о том, что вы оплатили коммунальные услуги. Ну, соответственно, использовали субсидию за 6 месяцев. Правильно, то, что ты платишь все-таки эти деньги, а не используешь Да, в целевое назначение оплачиваете коммунальные услуги. Большое спасибо за очень такую интересную беседу. И вот последнее уточнение. Те, кто смотрит наш эфир, либо кто-нибудь только к нам присоединился, где мы можем данную информацию еще раз посмотреть, более подробно прочитать и с ней ознакомиться? Да, более подробную информацию о порядке предоставления услуги по назначению субсидии вы можете посмотреть на нашем официальном сайте по адресу www.mfcsakha.ru, а также можете подписаться на наш инстаграм-страницу МД_Саха. Кстати, сегодня будет прямой эфир с экспертом агентства субсидий по данной услуге. Если вы планируете оформить документы по услуге агентства субсидий, можете сегодня задать интересующие вас вопросы. Во сколько будет у вас прямой эфир? Прямой эфир в 15:00. В 15:00 по якутскому времени. И напоминаем, что прямые эфиры в Инстаграме сохраняются у нас в течение суток. Так что, друзья, возьмите на заметку. Кому интересна тема субсидий, обязательно посмотрите. Да, друзья, а мы напоминаем, что гость нашей студии была Сахаяна Михайлова. Михайловна, прошу прощения. Ну, друзья, на календаре у нас 26 мая. Я так понимаю, на этот месяц мы уже не успеем не подать никакие заявки на следующий. На следующий месяц. Сегодня День предпринимательства празднуется. Поздравляем всех предпринимателей. Полина, ты считаешь себя предпринимателем? Я иногда предпринимаю очень интересные и необдуманные все-таки решения. Друзья, в чем-то мы все предприниматели, так что поздравляем вас всех. Ну, а также, какие еще праздники выпадают на дату 26 мая, узнаем в следующей рубрике. 26 мая – День российского предпринимательства. Также сегодня День снежного барса на Алтае. Регион принял экологическую эстафету от жителей Дальнего Востока, уже несколько лет отмечающих День тигра. По народному календарю, если в этот день появились комары, то летом будет много ягод. А если комары вьются, то это к теплым и солнечным дням. 26 мая 1829 года русские моряки одержали победу в сражении у Босфора над турецкими линейными кораблями. В этот день в 1913 году совершил первый полет первый в мире многомоторный самолет «Русский Витязь». 26 мая 1938 года заложили фундамент первого завода Volkswagen. Задачей предприятия было разработать для немецкого народа небольшой, надежный и дешевый автомобиль. В 1948 году в этот день Временное правительство Израиля издало указ о создании армии обороны. Само государство Израиль на политической карте мира появилось в середине мая этого же года. 26 мая 1972 года в Мюнхене открыт стадион Олимпиастадион. Его специально спроектировали и возвели к началу Олимпийских игр 1972 года.
26 мая 1835 года на свет появился Григорий Пушкин, русский офицер, младший сын великого поэта Александра Пушкина. В 1938 году в этот день родилась Людмила Петрушевская, советская и российская писательница-драматург. 26 мая 1951 года родилась Салли Райт, американский астронавт, первая американская женщина-космонавт. В 1969 году 26 мая появилась на свет Анжелика Варум, российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России. Именины в этот день празднуют Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас и Юрий. Друзья, еще раз повторимся, что с каждым днем на улицах города Якутска и республики становится все теплее и теплее. Лето входит в свои права с каждым днем. И сегодня у нас сейчас будет прямое включение с площади Ленина города Якутска, где наша коллега Катерина Винокурова расскажет, сколько людей выходят на площади в раннее утро и чем же они там любят заниматься. Катя, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, республика! Полина, Степа, приветствую. Напомню, что на прошлой неделе в Якутске возобновили оздоровительные утренние зарядки. Каждый желающий может по своему предпочтению выбрать любое направление на разных площадках столицы. Мы в данный момент находимся на главной площади, на площади Ленина, где желающие занимаются скандинавской ходьбой. И рядом со мной инструктор, сертифицированный инструктор Наталья Михайловна Гоголева. Наталья Михайловна, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, здесь занимаются все желающие, начинающие, или уже есть и такие, которые несколько лет занимаются скандинавской ходьбой? Но именно на площади Ленина приходят новички, которые хотят ознакомиться с техникой скандинавской ходьбы, которым интересна скандинавская ходьба, которые таким путем хотят оздоровить себя. И приходят, конечно, некоторые и те, которые уже давно занимаются, чтобы, наверное, начать свое утро на главной площади столицы. Наталья Михайловна, все-таки привыкли видеть, что скандинавской ходьбой занимается пожилое поколение, да? А вот как привлечь молодежь к данному направлению? Или у нас просто еще не совсем молодежь Да, я в этом думаю, что плане? В нашей республике пока это такая больная тема, можно сказать. В прошлом году я была в Москве на повышение квалификации, и там я была самая возрастная из инструкторов. В основном идут молодежь обучаться и инструкторскому делу, и на палочках в парке в Москве очень много, и на соревнованиях в Москве очень много молодежи. Но радует то, что в нашей республике все-таки начинается движение молодых. Это в детских садах начинают практиковать скандинавскую ходьбу. В школах многие учителя занимаются с детьми скандинавской ходьбой. Поэтому это очень радует. Думаю, что скоро у нас появится и молодежь. Если честно, я никогда не пробовала заниматься скандинавской ходьбой. Может быть, вы покажете, с чего можно начать? Вот у нас как раз палочка лежит. Так. Как правильно держать и с чего надо начать, да? Да, палочка, к сожалению, одна, вторая палочка в этом. Техника скандинавской ходьбы – это принцип нашей обычной ходьбы с амплитудой рук, прямых абсолютно. То есть мы переносим нашу ходьбу на палочки. И самое важное в скандинавской ходьбе – это толчок. Перчатка темляк, которая одевается и фиксируется на руке хорошо. Так что вот палочка, видите, висит у нас спокойно. И во время ходьбы палочка устанавливается под углом 45 градусов. То есть рука прямая, и во время ходьбы вот толчок
где должен быть, сзади. Чтобы начал работать плечевой пояс, обязательно должен произойти толчок сзади. Очень много можно видеть людей, которые ходят вот так. Это неправильно. То есть это неправильно, да? Да. Не все знают технику правильной ходьбы. Да, правильная техника все-таки это залог вашего здоровья, можно сказать. Не навреди себе. Так, каждый день занимаетесь здесь? Каждый день. Любой может присоединиться? Любой. Мы, пользуясь случаем, приглашаем на наши тренировки, потому что сейчас, во время пандемии, очень стала актуальна наша скандинавская ходьба. Это не только физическая твоя культура, это развитие грудной клетки, это дыхательная система, это кроветворная система, сердечно-сосудистая система. То есть по всем органам бьет ковид у нас. Скандинавская ходьба помогает как раз восстанавливать все органы. А вообще народу много собирается вот сегодня? Сегодня тоже нормально народу пришло. Я не могу сказать, что не было такого, чтобы вообще ни одного человека не пришло. Но и были дни, когда очень много людей приходило. Так что люди подтягиваются, ходят. Молодцы. Молодцы, да, действительно. Народ у нас скромный, но это не отнимает желание заниматься спортом. Так что присоединяйтесь к утренним зарядкам на всех площадях города Якутска. И будьте здоровы. Полина, Степа. Катя, спасибо. Большое спасибо. Кстати, друзья, что касается скандинавской ходьбы, по-моему, это самый удобный и самый доступный образ, здоровый образ жизни. То есть, если по каким-то медицинским показателям вы не можете заниматься там физическими какими-то упражнениями, то почему бы не попробовать, допустим, вот такие пешие прогулки, которые также можно проводить с пользой. И финансово доступный весь спортинвентарь заключается в 2 палках лыжных, да? Да, действительно, очень удобно и сколько пользы. Друзья, мы прервемся буквально на несколько минут и встретимся здесь же на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Не переключайтесь. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах НВК Саха и Якутия-24. С вами 26 мая, в среду, вместе в этот день мы, Степан Федоренко и Полина Долинская. Да, мы еще раз всем желаем доброго, предоброго, бодрого утра. Напоминаем наш номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Присылайте на него свои приветы, поздравления для своих родных и близких. Вот одно такое поздравление разрешите зачитать. Разрешаем. Спасибо. Свою любимую дочь, воспитателя Жатайского детского сада «Василек» Иванову Сардану Владиславовну сердечно поздравляю с днем рождения. Милая моя, я желаю, чтобы твоя жизнь была полна ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех начинаниях, вдохновения на работе. Пусть тебя окружают лишь добрые и отзывчивые люди. Пусть настроение всегда будет на взлете. Хочу, чтобы ты везде всегда успевала, никогда горя не знала и грусти. А вот любви желаю моря, а также счастья, радости и добра. Пусть будут верными друзья, чтобы тобой все восхищались, все дела, чтобы удавались, чтобы была всегда красоткой, для любимого находкой, чтобы мечты твои свершались, а проблемы разрешались. И пусть исполняются все твои самые невероятные и головокружительные желания. А на пути будет только удача. С днем рождения, мама! Такие замечательные, прекрасные слова действительно может пожелать только любящий человек. Это мама. Мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям, а к нам присоединился наш новостной обозреватель Василий Радченко. Более десятка уголовных дел о мобильном и интернет-мошенничестве возбудили в Ленске с начала года. Все они относятся к тем, раскрыть которые очень сложно, так как носят межрегиональный характер. Мошенники, обладая отточенными навыками убеждения, располагают к себе жертв. А когда не получается, запугивают, и люди добровольно переводят им крупные суммы. Так, 2 жителей Ленска в течение нескольких дней мошенники донимали звонками. В итоге каждый перевел преступникам более 1 миллиона рублей. Преступники могут находиться в любом городе Российской Федерации, используют банковские карты, номера телефонов на подставные лица и
Обычно это не один человек, а группа лиц действует. Торжественное награждение мужчин, спасших утопающих, прошло в Якутске. Общество «Восвод» отметило прохожих Владимира Ершова с Владимиром Диадоровым-Лаврентьевым, которые 25 апреля вытащили провалившихся под лед детей на озере возле площади Победы и оказали им первую помощь. Их наградили медалью за спасение, благодарственными письмами, удостоверениями и значками «Восвод». Ранее в адрес спасителей прозвучали слова благодарности от министерств и ведомств региона. Первым этого вытащил, вот этого Малика, подростка, к берегу с помощью палки. И уже во второй момент к этому подошел, к маленькому мальчику с помощью ветки. И из-за того, что Дёдоров меня за спину держал, за куртку, я максимально дотянулся до мальчика. И вот его вытащили. Я вообще не считаю себя героем. Каждый бы так сделал бы на моем месте, думаю. Вот как к тому подтверждение то, что Владимир Дёдоров тоже подбежал сразу. Засыпало снегом в очередной раз улицы Нерюнгри. Жители говорят, что в этом году погода в Южной Якутии непредсказуема. До наступления лета меньше недели кто-то уже успел высадить грядки, а тут обильный снегопад. Последний раз таким май был в 2017 году. И вот опять снег смешивается с дождем, и прогнозы на ближайшую неделю неутешительные. Среди нерюнгринцев нашлись те, кто увидел связь с несостоявшимися проводами зимы. Исправить ситуацию вызвались участники фаер-группы «Северное сияние». Они смастерили чучело масленицы и на смотровой площадке организовали обряд, который, как они надеются, поможет усмирить капризы природы. Поэтому выбрали площадку, где есть город и где минимальное количество людей, минимальное количество деревьев. В принципе, можно было провести все мероприятие. Поставили масленицу на стойку, которую мы используем для фейерверков. Пригласили нашего видеографа, он все это заснял. Мы с друзьями и людьми, которые случайно сюда попали, станцевали хороводы, покружились с огнем, подожгли масленицу наконец-то и надеемся, что это поможет весне прийти в наш город. На этом пока все. Хорошего вам дня. Как говорится, современные проблемы требуют современных решений. Даже пришлось чучело в мае сжигать, чтобы поскорее пришла весна. Хотя уже скоро, буквально через неделю, наступит самое настоящее лето. Кстати, Степа, ты уже запланировал, как ты это лето проведешь? Поедешь ли ты в отпуск или отпуск будет чуть попозже у тебя? Отпуск, скорее всего, будет чуть-чуть попозже. А лето я планирую провести на даче. Прям плотно-плотно заняться, уехать, отключить телефоны и провести лето в кругу помидоров. Слушай, но я буду работать, и вместе со мной будет более 54% россиян этим самым заниматься, потому что россияне не планируют этим летом уходить в отпуск. Да, из тех же все-таки, кто решил отдохнуть, большинство, 39%, планируют сделать это в августе. Кстати, как и ты, Полина. Предварительно траты россиян на отпуск вырастут в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Подробнее об этом и о других новостях экономики расскажет Иван Лазаренко. Россияне раскрыли свои планы на отпуск. Согласно проведенному опросу, 54% заявили, что не собираются в отпуск этим летом. Около четверти опрошенных отправятся в отпуск в июне. Еще 35% респондентов планируют отправиться отдыхать в июле. Самым популярным месяцем для отпуска оказался август. На него строят планы 39% россиян. Большинство участников опроса, 86%, заявили, что проведут отпуск в России. Так, граждане намерены отдохнуть в Москве или Московской области, в Крыму, Санкт-Петербурге, Анапе, в Краснодаре и Геленджике. Ранее сообщалось, что траты россиян на отпуск внутри страны выросли почти в 10 раз по сравнению с прошлым годом. В сегменте туристических путевок с 1 по 10 мая 2021 года объем трат вырос на 897% к аналогичному периоду 2020 года и на 15% превысил показатели того же периода 2019 года, отметили аналитики.
Одним из популярных способов обмана россиян мошенниками является установка мобильного приложения для удаленного управления смартфоном, когда жертву убеждают скачать соответствующую бесплатную программу. По словам экспертов по противодействию мошенничеству, после скачивания злоумышленники подключаются к смартфону жертвы и осуществляют перевод денежных средств. Эксперты добавляют, что помимо популярных схем со звонками якобы службы безопасности или правоохранительных органов, обороты набирает схема обмана инвестирования. Так, злоумышленник звонит жертве и предлагает различные варианты заработка и приумножения своих сбережений. При этом мошенники представляются сотрудниками инвестиционных компаний. Кроме того, мошенники способны паразитировать на новых явлениях, о которых у людей недостаточно информации. Так они звонят, предлагают зарегистрироваться в какой-то программе или перейти на какой-то сомнительный сайт. Задолженность по заработной плате в России на 1 мая этого года составила более 1,5 миллиарда рублей. По сравнению с уровнем на 1 апреля общая задолженность снизилась на 10,3% или на 178 миллионов рублей. Из общей суммы невыплаченной зарплаты на начало текущего месяца на долги, которые образовались в этом году, приходится 346 миллионов рублей или 22,3%. Ранее россияне назвали необходимую для исполнения мечты сумму. Так, 37% опрошенных оказалось нужно для достижения своей цели 5 и более миллионов рублей. По 15% респондентов признались, что им хватит от 1 до 3 и от 3 до 5 миллионов рублей соответственно. И лишь 14% заявили, что их мечты не измеряются в деньгах. 14% счастливые люди. Да, действительно, настоящие оптимисты. Как говорится, мы богаты богатством Вселенной и не в деньгах счастье. Друзья, на самом деле нас могут быть счастливыми делать самые простые вещи. Даже результат своего труда, который мы видим, может доставлять нам полное удовольствие. Так, допустим, как это происходит у дачников и любителей огорода. И, кстати, для вас стартовала новая программа буквально с этой недели. Программа «Подворье». Да, ее ведущие Дмитрий Аргунов и Дарья Анкехова рассказывают о всех нюансах жизни в собственном доме. От установки газового котла до выбора пленки для теплиц. От выбора бруса для строительства бани до выбора чернозема для грядок. И, кстати, каждый из вас может стать героем этой программы. Друзья, на нашей страничке в инстаграм-аккаунте «Утро Якутии». Кроме того, что вы подписываетесь и ставьте лайки, вы отмечаете наш аккаунт. Публикуйте свои фотографии своих огородов, своих садов, своих дач. Либо отправляйте нам на WhatsApp, какие у вас есть секреты, как поддержать свое подворье в хорошем состоянии, чтобы оно радовало вас все лето, а может быть даже больше. Строители, лайфхакеры и просто замечательные владельцы своих дачных участков. Нам без вас не обойтись. Присылайте нам свои идеи, фотографии своих замечательных участков, домов, бань и прочих строений. Можно даже видео, и мы с радостью вас пригласим к участию в наших программах. Действительно, замечательная возможность есть у наших телезрителей. Ведь, может, именно вы станете участником нового проекта «Подворье». Все очень просто. Присылайте фотографии, видео, желания, советы, лайфхаки. И свяжитесь с нами. Адреса и телефоны вы видите прямо сейчас на своем экране. Новый проект «Подворье» стартует совсем скоро. Лето вместе с Дарьей Анкехова и Дмитрием Аргуновым. Увидимся. Ну а Нерюнгринский театр кукол завершает свой 36-й театральный сезон. Зрителю был представлен спектакль «Победить или умереть» по пьесе якутского драматурга Василия Васильева-Хрысхала. Чем был интересен этот сезон для театра, смотрите в нашем сюжете. Несмотря на пандемию, работа театра шла полным ходом. В этом сезоне удалось выпустить 3 новых спектакля. Детский «Кюригей» по сказке Тимофея Сметанина и 2 взрослых спектакля – это «Снегири» по пьесе Нины Садур и «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова. В ближайшее время ожидается еще одна премьера по сказкам Павла Бажова «Хозяйка Медной горы». Результаты участия в театральных фестивалях также показали, что нерюнгринские театралы не только не теряют форму, но и повышают свой профессиональный уровень.
И нынче вот видите, какая штука, все равно все онлайн, но тем не менее мы участвовали вот в нашем республиканском фестивале «Желанный берег», и спектакль «Судьба» в постановке Александра Иванова стал лучшим спектаклем этого фестиваля. То есть это тоже как бы такое одно из наших, наверное, в этом сезоне одна из наших высших точек достижений в этом сезоне. В минувшую субботу состоялось закрытие сезона. Зрители, которые пришли на спектакль, посмотрев предыдущие работы Петра Скрябина, с нетерпением ждали, как будут развиваться события на сцене в этот раз. Постановку о подвиге русского врача «Победить или умереть» в этом сезоне показывали впервые. Я пришла первый раз на спектакль «Победить или умереть». Раньше друзья рассказывали. Теперь я очень жду с нетерпением, чтобы увидеть, посмотреть вживую, как оно. В этом сезоне я смотрела спектакль «Снегири». Он мне очень понравился, поэтому сегодня я пришла опять за новыми эмоциями от нового спектакля. Спектакль не оставил равнодушным ни одного зрителя. Это жизненная история про то, как от решения одного человека зависят жизни других людей. Спасти себя, либо проявить смелость, верность профессии и победить страшную болезнь – перед таким выбором столкнулась главная героиня Лидия в исполнении Екатерины Желонкиной. В непростой эпидобстановке этот сюжет стал особенно актуален и близок зрителю. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Да, действительно близкий сюжет наш, современный, так можно сказать. Друзья, вообще ни для кого не секрет, что с началом пандемии многие были вынуждены сидеть дома. Так у нас появилось очень много свободного времени, у многих людей осталась появилась просто потребность что-то делать, как-то творить. Кто-то нашел новое хобби, кто-то открыл свое дело, а кто-то даже нашел новую работу. Герои следующего сюжета считают, что кризис рождает творчество. Как пандемия оказала влияние на творческих людей, в материале Ирины Григорьевой. Каждое окно – это особый мир, потому что там живут люди, у каждого тоже свой мир. Известный художник Николай Курилов признается, связь с миром во время пандемии началась с окна. Жизнь под замком дала новый творческий импульс. Все началось с одной фотографии. Однажды, взяв в руки телефон, он начал фотографировать и перемечать все то, чего раньше не видел. Во время пандемии не было такой беготни людей, детей вообще не было. Вот. Поэтому моя основная такая цель – стоять у окна и замечать перемены погоды. Вот. Радоваться тому, что все-таки солнышко светит. Вот. Ну и игра, конечно, природы, да? Перемена погоды и так далее. Фотограф показывает редкие кадры. Лунное сияние, искристость снега, синева теней и прозрачность воздуха. Так одна фотография переросла в целую выставку. К марту этого года Николай Николаевич сделал больше 150 снимков, а для выставки отобрал 63. Творческий заряд есть в каждом из нас, уверяет художник. И даже когда все двери закрыты, всегда можно посмотреть в окно и сделать удачный кадр. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Проходите. Художник Мира Аргунова радушно встречает гостей. Творческая мастерская пахнет свежими красками и особым вдохновением. Более 30 законченных картин. Около 10 картин в процессе создания. Например, портрет писателя с мировым именем Андрея Геласимова. Признается, карантин ей дал время, которого не хватало. Художник уверена, любое творчество рождается из кризиса. Многие люди, которые не занимались живописью, стали рисовать. Люди начали изучать иностранные языки, хотя никогда до этого не изучали. Вот все-таки, по вашему мнению, кризис может рождать что-то новое, что-то интересное? Как говорят китайцы, кризис – это, по-моему, как время перемен. Это всегда время, для кого-то это время конца, для кого-то это время начала. И что в такое время как раз нужно поднимать паруса. Ветер перемен задал Мире правильный курс. Она отточила свое мастерство в самом сложном жанре – написании портретов, и даже решилась на творческий эксперимент. Портрет Сарыла Афанасьева, выполненный в лессировочной технике старых мастеров, занимает особое место. До того, как написать этот портрет, я сделала 2 копии Вермеера и Сандро Боттичелли.
Делая копии, художник всегда изучает технику создания этих шедевров, изучает цвета, изучает то, как класть мазки. И вот эти копии, они меня подготовили, получается, к этому портрету. Вдохновением, получается, для него стали Вермеер и Боттичелли. Мировые шедевры в этом году стали источником вдохновения для многих. Во время карантина в соцсетях стал невероятно популярным флешмоб «Изоляция». Пользователи воспроизвели шедевры искусства, не выходя из дома. Несмотря на то, что большинство людей провели долгие месяцы на самоизоляции, жизнь не стала скучной. Наоборот, даже приобрела новые краски. Все разные же, каждый человек по-разному. Одному нужно всегда общение, видеть что-то новое, встретиться, посмотреть новые места с людьми. Вот для таких людей, конечно, это очень тяжело. Поэтому вот в общем сказать для всех творческих работников это сложно. Это в переводе, что я иду к оленям стада, и все вокруг красиво и тепло. Поэтому я запел, чего вам желаю и нашим зрителям. Самобытный художник, поэт и фотограф Николай Курилов признается, во время локдауна силу давали воспоминания о родном крае, о природе, а самое главное – сильная вера в то, что даже через окно можно найти свое вдохновение. Ирина Григорьева, Илья Сыромятников, Якутск. Ежегодно в последнюю среду мая во многих странах мира проводится Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. С каждым годом эта болезнь поражает все больше людей. По данным специалистов, более 2 миллионов человек по всему миру имеют такой диагноз. Но количество страдающих от этой болезни все больше. Таких случаи остаются невыявленными. Сегодняшняя дата – это возможность не просто вспомнить о людях, живущих с тяжелым диагнозом, но и сказать о важности своевременной диагностики и заботы о собственном здоровье. Да, и сегодня гость нашей студии, заведующая неврологическим отделением Республиканской больницы номер 2, руководитель Центра рассеянного склероза по Республике Саха-Якутия Людмила Тимофеевна Оконешникова. Доброе утро, Людмила Тимофеевна. Доброе утро. Давайте для начала разъясним. То есть, лично в моем понимании склероз – это когда пропадает память. Так ли это? Либо мы заблуждаемся? Да, это, конечно, заблуждение. Ничего общего с снижением памяти или рассеянностью внимания, нарушением когнитивных функций головного мозга у пожилых людей и заболеванием рассеянный склероз ничего общего нет. Рассеянный склероз – это хроническое, такое прогрессирующее заболевание более молодого возраста, от 20 до 40 лет больше заболевают. При этом происходят аутоиммунные изменения в организме, нарушается оболочка, такая есть миелиновая оболочка нервной клетки. Вследствие этого нарушается прохождение нервного импульса от головного мозга до определенного органа. И оттуда происходит симптоматика. А потом заживление происходит, но затягивается, замещается, вот как заплатка соединительной тканью, то есть рубцевание происходит. Поэтому называется как склероз. А рассеянный, потому что такие вот изменения могут быть и в центральной нервной системе, в головном мозгу, спинном мозгу, периферической, рассеянные. Поэтому рассеянный склероз и называется. То есть нет конкретного какого-то представления, то есть это может быть и парализация, либо отказ одной части тела, либо каких-то Конечно, это очень тяжелое заболевание. Расскажите тогда, кто находится в группе риска? Кто наиболее подвержен болезни? Я как сказала, это самые лица активного трудоспособного возраста от 20 до 40 лет больше подвержены. Потом долгое время считалось, и считается преимущество, это, как ни странно, иверопоидной расы лица. В основном жители северных стран, чем на тропиках. Наверное, тут дефицит ультрафиолетового облучения, наверное, и витамина D, наверное. Также в промышленных городах больше живущие. Тут, наверное, экология, образ жизни, чем в деревнях. Наверное, поэтому.
А вот как у себя, может быть, мы привыкли списывать это на утомляемость просто, усталость, недосып, а на самом деле у человека уже начинает развиваться. Какие самые первые симптомы, вот такие тревожные, на которые стоит обратить внимание? Ну, вообще, рассеянный склероз сначала, оно протекает под маской любого заболевания. И несведущий человек, он может это отнести к чему-то переутомлению, там загрипповал, там какие-то причины себе находит. Это головокружение, которые бывают часто у многих людей. Это шаткость походки, это какой-то вот тремор, дрожание рук или какие-то чувствительные нарушения, какие-то ватные становятся, онемение, какие-то ползания мурашек. А потом они проходят. И человек чувствует себя нормально, забывает про эти симптомы. Через некоторое время они опять возобновляются, и тогда он начинает думать, а что же у меня случилось? Тогда идет к врачу. Тут нужен, конечно, невролог, который подготовленный, знающий вот это заболевание, и который проведет такое необходимое обследование и лечение. Распространенная поговорка такая, что-то забыл, тьфу, склероз. Оказывается, это намного серьезнее. Да, конечно, это очень серьезное заболевание. Как предупредить вот эти заболевания? Есть ли какая-то профилактика посещения того же самого невролога? Ну, к сожалению, нет специфической такой профилактики, предупреждения этого заболевания. Это очень такое агрессивное, очень такое тяжелое заболевание. Часто оно приковывает к постели, парализует. Ну, сейчас я немножко скажу, что вот последние годы у нас идет семимильными шагами исследование и помощь, оказание помощи таким больным. 2006 года на базе нашего отделения работает центр. На сегодня 146 человек, вообще около 400 человек состоит на учете. 146 человек получают по федеральной программе бесплатно дорогостоящие препараты, которые предупреждают обострение вот этого заболевания. Наша цель врачей вот как раз вот не допустить обострения, снять обострение. А вообще излечим склероз? Склероз, он, к сожалению, неизлечимый. Это хроническое заболевание. Но я могу сказать, что под успешным лечением, наблюдением, мы считаем это успех большой, наши больные трудятся, продолжают работать. Среди них есть врачи, учителя, занимают такие высокие посты, артисты ведущие есть, завучи, даже кандидатские, докторские защищают с таким заболеванием. Поэтому человек, он сохраняет свою трудоспособность на долгие годы, если вовремя лечить и правильно вовремя лечить. Людмила Тимофеевна, большое спасибо. Дорогие друзья, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Следите за своим здоровьем. Как говорится, держите руку на пульсе и берегите себя. Да. Но совсем скоро у нас на улице воцарится настоящее лето, и многие городские жители отправятся на природу, на пикники, в походы, на сплавы просто в лес. И в этих выездах на природу их может ожидать не самый приятный сюрприз, например, встреча с хозяином тайги, с медведем. Как вести себя, если вы заметили поблизости следы косолапого, знает Сергей Козюра. Доброе утро! Несмотря на затянувшуюся, очень затянувшуюся весну в Нерюнгринском районе, теплые денечки не за горами. А это значит, что большинство горожан отправятся на всевозможные пикники, на прогулки, на природу. Что таит в себе весенний лес? Если вы находитесь в том месте, где есть, может быть, присутствие медведя, его территория, то нужно, прежде всего, обозначить себя. Мы что делали? Мы вели себя очень шумно, включали музыку, шумели кастрюлями, если это было на стоянках. В общем, подавали непосредственный шумовой, звуковой знак нашего присутствия здесь, потому что медведь далеко не глупый, он присматривается, наблюдает, но в конфликт не входит. Если, конечно, это не мама, защищающая своих медвежат. Тут, конечно, разговор абсолютно другой. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Впереди теплые дни, впереди наступает лето,
хороших вам веселых, интересных, приключенческих походов, друзья. Еще раз доброе утро. Сергей Козюра, Нерюнгри. Большое спасибо, Сергей. Друзья, ну, по традиции, обычно у нас в конце мая мы любим ходить в походы, особенно любят это делать выпускники. А сейчас в наших новых условиях выпускные у нас немножечко, запретили в плане того, что мы не можем их проводить массово. Так что, друзья, мы предлагаем все равно этот замечательный день окончания школы, переход во взрослую жизнь отметить. И в этом поможет наш телеканал Якутия-24 и НВК «Саха». Да, мы приглашаем выпускников принять участие 30 мая в онлайн-выпускном на канале НВК «Саха». Для этого вам нужно отправить до 27 мая на указанную электронную почту видеоролик с рассказом о вашем классе и поздравлениями с обязательным указанием названия школы и с именем руководителя класса, номера телефона. Более подробную информацию вы всегда можете узнать на сайтах телеканала Якутия-24, в каком виде предоставлять видеоматериалы. Друзья, ну а мы подытожим сегодняшнее утро и вынуждены проститься с вами, но только завтра. До завтра. До завтра.